Сегодня я постараюсь ответить все чеченские вопросы, которые они твердят одно и то же. И будет показаны документы и источники, и будет вопросы с разоблачениями. Первый их вопрос, который они утверждают, что ингуши произошли от чеченцев, и будет показан видео, как они это говорят. Нету ингушей, есть нахи, есть нохчи. У нас одна корень, и у нас одна история, и у нас один менталитет. Именно Нахчи. И сами ингуши себя еще в 20-е годы 20 века называли себя Нахчи, что они Нахчи. А теперь посмотрим, что говорили ингуши в 20-х годах 20 века. Профессор Яковлев, ингуши, популярный очерк, государственное издательство, 1925 год. Ингушский язык очень трудный язык, у нас много таких слов, которые ни один русский выговорить не может, и ни один другой язык на всем свете не походит на наш. Немного понимать мы можем только соседей чеченцев. Различие между нами такое же, как у вас с украинцами и русскими, великорусами. Но от чеченцев мы совсем отдельный народ. И вот для такого-то языка, который сами ингуши признают труднейшим на свете, надо было придумать подходящую азбуку. Народы Кавказа, Ковалевский, 1914 год. Многие авторы считают ингушей только частью чеченской нации. Однако тщательные исследования, особенно антропологические доктора Пантюхова, показали, что ингуши не принадлежат ни к какой из существующих ныне народностей на Кавказе, и что они составляют самостоятельную народность. Ингуши. Антропологический очерк, Пантюхов, 1901 год. Судя по преобладающему, среднему типу ингушей, родоначальники их не могли принадлежать ни к одной из соседних народностей. На первый вопрос мы уже ответили, который чеченцы утверждали, что ингуши произошли от чеченцев. Эта ложь очень легко опровергается, благодаря Яковлеву и Пантюхову, а те чеченцы, которые говорят, что мы произошли от них, еще утверждают это без доказательства, то эти чеченцы являются лжецами и сказочниками, которые только могут болтать, но они не могут показать ни одного документа. Перейдем к второму вопросу. Как мы все замечали, чеченцы болтали одну и ту же тему, которой они говорили, где ингуши воевали, всегда интересовались по этой теме. Давайте ответим этим чеченцам, где ингуши воевали. И еще я хочу вам показать один документ, который говорится, что не все ингуши присягнули к России. Этот документ называется «Кавказская война. Спорные вопросы и новые подходы. Тезисы докладов Международной научной конференции». Махачкала, 1998 год, в которой написано следующее. Кабальный характер многих статей известного договора 1810 года красноречиво говорит о том, насколько добровольным было присоединение. Большая же часть ингушей, горные галгаевцы, джираховцы, галашовцы, цеаринцы, договора с Россией не заключали и не считали себя российскими подданными. Почему я этот документ прочитал? Потому что чеченские националисты болтали, что все ингуши присягнули к России, не приведя никакого доказательства. Как мы знаем, большая часть ингушей не подписали акт присяги, и они считали себя вольным независимым народом. Эта статья, опубликованная в журнале «Вестник древней истории» в 1939 году, под названием «К истории ингуши». Автор Крупнов. Ингуши частично принимали участие и в движении Шамиля. Они оказали сопротивление отряду князя Абхазова в 1830 году и барону Разену в 1832 году. Они участвовали в крупном Назранском восстании 1858 год, жестоко подавленном царизмом. В результате этих событий многие горные аулы ингушей были уничтожены. На месте селений на плоскости основаны казачьи станицы, а некоторые племена ингушей, как карабулаки, выселены в Турцию, 1865 год. Это является фрагментом из статьи «К истории ингуши», напечатанной в 1939 году, за 5 лет до депортации вайнахов, в журнале «Вестник древней истории», автором которой является доктор исторических наук, археолог, кавказовед Евгений Игнатьевич Крупнов. Выдержка из этой статьи о сопротивлении ингушей царским войскам во время Кавказской войны XIX века, а также о том, как советская власть поддерживала ингушский народ в его развитии после гражданской войны. Конечно же, эти строки были написаны за несколько лет до того, как та же советская власть вышлет весь народ и устроит геноцид по сфальсифицированным, ложным и необоснованным обвинениям.
Давайте посмотрим, как ингуши оказали сопротивление царским властям в XIX веке, чтобы не покориться властям. Если мы перейдем источника под названием «Записки коллегии востоковедов» при Азиатском музее Академии наук Союза Советских Социалистических Республик, том 5 из культурного прошлого ингушей, Генка, 1930 год, которое написано следующей. Во всяком случае, все вышеперечисленные факты затрагивали по преимуществу одних ингушей в собственном смысле этого слова, то есть небольшую еще тогда часть ингушского народа, жившую в Тарской долине вокруг Ингушта. Горная же часть оставалась вполне непокорной еще долгие годы. Мы видим, например, как трудно было русскому проникнуть в коренное общество Галгай, на примере Энгельгарта, совершившего в 1811 году поездку к знаменитому христианскому храму, известному в позднейшей литературе под названием Тхаба-Йорды. Русские войска Галгай увидел впервые в 1830 году, известная карательная экспедиция Абхазова в июле 1830 год. Проникла до Хамхинского общества, а затем в 1832 году, когда в наказание за связи с Кази-Муллой и убийство пристава целая русская армия, во главе с Разеном, совершила довольно бесплодный поход через Джерах и Мецехал, в Хамхи и Цари. Тем не менее, еще в 1848 году Зисерман должен был, крадучись, ночью, с соблюдением всяких предосторожностей, пробираться Цари, затем через земли, Галгаев-Цеев, называемых им полупокорными. Действительно покоренным край этот мог назваться лишь в 1858 году, бывшим одновременно последним годом крупного коллективного выступления плоскостных ингушей против русских, известного под названием Назрановского бунта. Николай Яковлев об ожесточенной борьбе ингушей с их противниками в своем труде «Ингуши», 1925 год. Окруженные врагами казаками и, отчасти, осетинами, уступающие им в числе ингуши, спасают себя привычкой к военной организации, необычайной подвижностью и стремительностью неожиданных нападений. Так, при внезапном натиске казаков и осетин на одно из ингушских селений, Базоркино, ингуши, выставив заслон против нападающих с необычайной быстротой, обрушиваются двумя отрядами на одну из казачьих станиц и одновременно на богатое осетинское селение, Владимирское, которое и уничтожают. После короткой передышки наступают тяжелые времена Деникина. Через Ингушию перекатываются карательные отряды. Все наиболее активные силы ингушей вместе с отступающими отрядами красных скрываются в горах этой естественной крепости. В стане врагов уже начинают поговаривать о поголовном истреблении ингушей или выселении их в Сибирь, как неисправимых разбойников. Но Ингушия и не думает сдаваться. Раздавленная на плоскости, затаившись в горных ущельях, она лишь ждет удобного случая, чтобы снова броситься на своих врагов. Янчевский. Гражданская борьба на Северном Кавказе. Город Ростов, 1927 год. В этом документе рассказывается, как ингуши спасли Владикавказ и отстояли советскую власть. Орджоникидзе. В этом документе написано, что часть членов Совнаркома и Народного совета выехала по военно-грузинской дороге, часть была арестована, часть бежала в Ингушетию. Орджоникидзе, Бутырин, Фигатнер. Когда казаки захватили Владикавказ, часть съезда, перебравшись в Назрань, призвала ингушей к уничтожению казачьей через полосицы в Ингушетии. По описанию Хейр-Хаева, ингушский народ, обрадованный этим обстоятельством, давшим ему, наконец, законное право осуществить его вековые чаяния, взялся за оружие и двинул свои силы на те станицы, которые разделяли Ингушетию. Станицы Сунжинская, Воронцово-Дашкова и Тарская были обложены железным кольцом, стойко выдержали они двухнедельную осаду. Но по истечению этих вторых недель, когда окончательно был очищен Гор Владикавказ от банд Соколова, станицы сдались, и таким образом осуществились чаяния ингушского народа. Через полосицы не стало, ингуши спасли Владикавказ, отстояли советскую власть. Орджоникидзе по этому поводу сказал: «Я помню момент перед концом 4-го съезда, когда мы висели на волоске. Это был момент неуверенности, когда за нами не шли и на нас робко оглядывались. Но в этот момент одиночества советской власти маленький народ встал на защиту советской власти. Только ингушский народ пошел за нами, не оглядываясь». Посмотрим теперь, что говорил Деникин об ингушах времен революции и гражданской войны в своих мемуарах «Очерки русской смуты», том 4. Ингуши, наименее численной и наиболее спаянной и сильной военной организацией народ, оказался, по существу, вершителем судеб Северного Кавказа.
Моральный его облик определен был давно уже учебниками географии, главный род занятий – скотоводство и грабеж. Последнее занятие здесь достигло особенного искусства. Политические стремления исходили из той же тенденции. Ингуши стали ландскнехтами советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, проявления ее в своем крае. Одновременно они старались завязать сношения с Турцией и искали турецкой помощи из Елисаветполя, немецкой, из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины овладели Владикавказом, ингуши своим вмешательством спасли Терский совет комиссаров, но при этом жестоко разграбили город и захватили Государственный банк и Монетный двор. Они грабили всех соседей казаков и осетин во имя исправления исторических ошибок, своего малоземелья и через полосицы большевиков в уплату за свои труды и службу, кабардинцев просто по привычке, и владикавказских граждан за их беспомощность и непротивление. Их ненавидели все, а они занимались своим ремеслом дружно, широко, организованно, с большим размахом, став наиболее богатым племенем на всем Кавказе. Генерал-лейтенант Шкуро. Записки белого партизана. Военные мемуары 1918-1920 год. Еще со времен покорения Кавказа, отчаянно защищавшие свою независимость, храбрые и свободолюбивые ингуши были частью истреблены, а частично загнаны в бесплодные горы. На принадлежавших им прежде плодородных землях расселили терских казаков, основавших на врезавшемся в Ингушетию клине свои станицы. Лишенные возможности зарабатывать свой хлеб, честным путем ингуши жили грабежом и набегами на казачьи земли. Еще в мирное время пограничные с Ингушетией терцы не выезжали в поле без винтовок. Не проходило дня, чтобы не было где-нибудь стрельбы и кровопролития. Считая казаков угнетателями, а казачьи земли по-прежнему своими, ингуши беспощадно мстили терцам. Отношения создались совершенно непримиримые, и дальнейшее сожительство было немыслимо. Нужно было либо уничтожить ингушей, или выселить казаков с бывших ингушских земель, вернув таковые их прежним владельцам. Евгений Нарожный, доктор исторических наук, руководитель Центра археологических исследований ГАПУ, город Армавир в 1980-х, научный сотрудник кафедры истории в Госуниверситете ЧССР, который рассказывает, как грузины и дзурдзуки оборонялись от Хорезмшаха. Источники, в основном грузинские, которые сообщают, что горцы иногда принимали участие в военных походах под эгидой грузинских феодалов. Вот один из таких эпизодов, это еще до прихода монголов, в 1226 году грузинский хронограф пишет: и когда Хорезм-Шах Джилал-1 подошел к Тбилиси, и царица Русудан понимает, что ей сил не хватит оборонить столицу, она обратилась к горцам Северного Кавказа. И источник пишет: и отверзла, то есть открыла врата Дарьяльские, и упустила овсов, додзуков, а заодно с ними всех горцев тех мест. И потом, в 1227 году, она вынуждена была выпустить даже свою монету в Грузии, которая распространяется и в Ингушетии. То есть, видимо, это часть той платы, которую она платила тем горцам, которые помогали ей оборонять Тбилиси. Вот как раз, скажем, упоминание дурдзуков, которые участвовали в обороне Тбилиси, в других военных походах, скажем, показывает, что это были предки ингушей, потому что дурдзуками в письменных источниках, это, по-моему, скажем, все кавказоведы понимают, называли именно предков современных ингушей именно того периода. На их второй вопрос мы ответили. Мы выяснили, что ингуши воевали против казаков, против Деникина, сопротивлялись царским властям, так что чеченцы, ваш рассказ, который вы утверждали, что ингуши нигде не воевали, отвечен, где ингуши воевали, где ингуши сопротивлялись, то есть против царских властей. Перейдем к третьему вопросу, который чеченцы под каждым комментарием пишут, что у ингушей не было своей территории, что ингуши украли у бедных чеченов земли. Давайте посмотрим по документам и источникам, кому принадлежали эти земли, но сначала я хотел вам показать одно видео, которое некий чеченский блогер Тумса, который свой видео он сказал, что вся Ингушетия это чеченская территория, и чеченцы это видео используют как аргумент. Вот послушайте это видео. Тумсов в будущем Чечня вернет Ингушетии отобранные Кадыровым территории. Кадыров никаких территорий не отбирал. Чечня никому ничего возвращать не должна. Чечня, наоборот, должна забирать свое. Сегодня есть часть, до сих пор есть часть исконно чеченских территорий, которые, к сожалению, находятся в административных границах других республик. Кадыров ничего у Ингушетии не забирал. Это как раз таки Ингушетия в свое время часть территории втихую
присвоила, Кадыров просто восстановил в этом вопросе справедливость. Поэтому, конечно, Чечня никому ничего возвращать не должна. Но что там будет в дальнейшем? Аллаху алям, мы не знаем, что там может произойти. Это уже все будет зависеть от того, по какому сценарию пойдет наш народ, да? Кого мы изберем, поставим во главе себя. Вот если мы поставим тех людей, которые будут защищать интересы нашего народа, нашего государства, то ни клочка земли мы никому отдавать не будем. Наоборот, будем возвращать, постоянно будем претендовать на те территории, которые незаконно отторгнуты от Чечении. А говорить о том, что мы там кому-то еще что-то возвращать должны, это верх несправедливости. Как мы увидели, этот чеченский блогер утверждает, что ингуши украли у чеченцев территорий, не приведя никакого документа или источника. Давайте посмотрим, сколько земель были у ингушей на самом деле. Давайте перейдем по этому документу, под названием «Кавказский горец», издание Союза торцеев Кавказа, 1924 год, которой написано следующее. Правый берег Терека вплоть до границы Грузии принадлежал ингушам. Их земли простирались до Дарьяльского ущелья включительно, уже на левом берегу реки Терека. Против нынешнего Гвилецкого моста находится ингушский, Галгаевский, аул Гвилеты. Давайте посмотрим на сведения немецкого путешественника Гюльденштетта 1770-1773 год, который на своим сведения отмечает ингушский, хистинские селения. Гюльденштетт также отмечает, что весь этот ингушский этнический массив, к которому относились эмериджи, арште, галашки, даттых и другие, которые ошибочно называют чеченскими, состоят между собой в хороших отношениях, и что чеченцы, жители местности Нижнего Аргуна и возвышенности Сунжи, находящиеся в зависимости от аварского хана, были настроены против первых, то есть, отчасти против тех, которых сегодня принято считать чеченцами. Карта Турции и Кавказа, написанная картографом Джозефом Колтоном в Нью-Йорке в 1855 году. Страна Галгань обозначается как Гелия, к западу от Лезгинов. По мотивам работ древнегреческих географистов, показанных современными ингушскими городами Назрань и Владикавказ с перевалом Дарьял на западной части Гелии, Ингушетия. Как мы и видим на этом карте, вся эта территория исторически принадлежала ингушам. Сравнивая территорию горной Ингушетии 18 век, Дзурдзукете, с сегодняшними границами, нетрудно заметить, сколько земель уже не входит в состав Ингушетии, которая на юго-востоке граничила с Тушетией. Известно, что ингуши, в то время, когда их соседи уже числились в российском подданстве и мешали ингушам свободно владеть своими землями на равнине, подписали договор о вхождении в состав России в 1770 году, дабы избавиться от статуса враждебного народа для России и вновь мирно жить на своей исторической родине. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Автор труда – историк Петр Григорьевич Будков. В 1770 году ингуши, или кисты, просят принять их в подданство, как сообщается, от притеснений и набегов кумыков и кабардинцев на равнине. Как мы знаем, кабардинцы и кумыки на тот момент уже издавна являлись подданными союзниками России. Именно с этими двумя народами, а если быть точнее, то князьями и шамхалами из этих народов, ингуши договаривались, когда стоял вопрос о безопасном для себя переселении на новые пустующие плоскости у Назрани, а не с чеченцами на чеченских землях, которые проживали далеко на востоке от этих мест, да еще и сами пребывали в вассальном положении на плоскостных землях. Петр Будков также сообщает, что на тот момент чеченцы издавна числятся в российском подданстве. Это подтверждается в документах XVI и XVII века. Один из них – письмо 1657 года из Шибутского джамаата царю Алексею Михайловичу с просьбой принять его жителей в русское подданство. Перевод Миркасыма Абдулахатовича Усманова, советский и российский историк, археограф и доктор исторических наук. Мы, из Шибутского джамаата, чтобы быть подданными великого царя из всей страны гор, а именно из Варанты, Чичане, Тонса, направили 3 посланцев к русскому царю. Если он пожалует нас, то мы станем подданными царя. Имена сих суть – Алихан, Сусла, Алгян. Этих 3 людей мы послали, и их снова повторно послали, и Аманата также послали мы. И пусть русский царь нас пожалует. Пошлем посланцев нашему Темурасу царю. Ныне Темраш царь стал подданным русского царя. Мы тоже желаем быть подданными русского царя. Царь, смотри же на нас велико. Приведем в подданство много-много селений.
А пока мы, 3-4 селения, били челом великому царю, пожалуй, нас, царь. Данное письмо является просьбой о принятии в подданство чеченцев, или точнее жителей перечисленных обществ, в 1657 году. Чтобы понять, кого подразумевали под чеченцев, мы перенесемся на 100 с лишним лет вперед, когда ингуши вошли в состав России. 1770 год. Письмо от кистинского народа, кизлярскому коменданту Неймчу, подписано старшином 24 селений больших и малых Ингушей. В этом документе приведены имена тех 24 старейшин. Теперь обратим внимание на эти 24 ингушских селения. Дело в том, что именно об этих 24 селениях округов больших и малых ингушей или ангуштов говорит исследователь Аган Антон Гюльденштедт в своем путешествии по Кавказу в 1770-1773 годах, который, к слову, являлся еще и свидетелем вступления ингушского народа в подданство Российской империи. Гюльденштедт, собственно, записал их с точностью. Переходим сразу к ингушским округам Ангушты-Шалха, где перечисляются те самые 24 селения. К обоим относятся Галга, Тирол, Акка, Бецы, Гемир, Ваурху, Кирмиреш, Галай, Ялхар, Сарай, Ной, Хой, Кяхкой, Местой, Нашах, Сулуй, Мелер, Корби, Махши, Асай, Шадгия, Аздай, Хайрехи, Сызди и Паланг. Также селения и округа Махки, Хамха, Таргим, Аги, Картуй, Сулуй, Бештуй, Азик, Тимгай, Лялах, Хани, Таш, Арцхой, Салгай, Фалхал, Герек, Малар, Джайрах, Байн, Ижел, Обин, Дахаргиш, Арапе, Берех, Кушги, Кала, Накаст, Бархан, Тори, Гапай, Галай, Алкун, Гигай, Целх, Датах, Арште, Игер, Ляшк, Желаш, Галашки, Ахкин-Юрт, Ахка, Махал, Бошта, Мериджи и Терли. В общем, по свидетельству Гильденштедта, получается, что в данном акте вступления в российское подданство в составе ингушского народа принимали участие даже старшины Терлоя и Нашьи, не говоря о старшинах Ялхара, Аки, Галая и Мержи, то есть по сути получается весь ингушский массив, который отличался общностью языка, культуры и традиций, что, конечно же, автор отметил далее в своем описании. Все эти кистинские селения и округа расположены вдоль рек Кумбелей, Сунджа и Асай. Они состоят между собой в хороших отношениях, так же как и свяпи, которые живут на реке Макул. Народы, которые живут возле прочих рек, впадающих в Сунджу, составляют другую партию, которая настроена против этой, и которую обычно называют чеченской. Кратко повторим ключевые моменты из данного труда Гюльденштедта. Округ ингушцев и кистов, первого кавказского народа, с коим Гюльденштедт имел случай познакомиться, лежит между вершиною Сунджи и Терека, около ручья Кумбалея, впадающего в Терек. К северу граничит он с Малою Кабардою, к западу с Осетинской областью, к востоку с чеченами, а к югу со Снежными горами. Они называют сами себя Галга и сохранили еще употребление на войне щитов. Те общества, которые были перечислены в 1770 году как ингушские, все они говорят практически на том же языке, что и все ингуши, и чем дальше на восток по обществам мы движемся, тем сильнее меняется язык. Это и говорит о том, что шла миграция с запада на восток, где на востоке войнахские общества попадали под влияние уже дагестанских и прочих культур, в том числе и языковое. Округ Чечен. Он занимает страну Нижнего Аргуна и Бистина, впадающих в Сунджу, и нарочито обширен, почему под названием обитателей его чеченов часто разумеется весь кистинский народ. Чечены имеют собственных князей. Царствующая фамилия называется Туркан и находится в родстве с Аварханом. Теперь сравним с картами конца XVIII века. Карта пограничной линии Российской империи, 1782 год. В окрестности реки Терека и Фортанги находятся только ингуши или кисты. Чечня начинается от Нижнего Аргуна. Карта части Российской империи и народов Кавказских гор, 1789 год. Тут мы видим такую же картину в обратной проекции. И опять же, только ингуши находятся в окрестности Фортанги. Карта, представляющая Астраханской губернии, Кавказскую линию и прикосновенных к ней всех горских народов, 1799 год.
На этой карте мы видим, что чеченцы также занимают местность Нижнего Аргуна. Более того, тут еще раз подтверждается, что Нашхи изначально относился к Ингушскому массиву, как и было отмечено во всех предыдущих источниках. На более ранней карте 1745 года грузинского царевича Вахушти Багратиони отображена страна Дзурдзукети, и он ее разделяет на три группы или общества – Кисты, Дзурдзуки и Глигвы. В его описании этой страны также упоминаются ингушские селения Ангушт и Джейрах, так что не подлежит сомнению, что Дзурдзукети и есть Ингушетия. К северо-востоку от Дзурдзукети отображены чечаны. Вахушти относит равнины этноним чечаны именно к дагестанским племенам, что лишний раз подтверждает, что в этой местности преимущественно живут дагестанские народы, и никакого отношения к дзурдзукам или вайнахам этноним чечаны не имеет. Эта картина резко начала меняться из-за активного переселения горных жителей, или лаамры, на чеченскую плоскость. На их третий вопрос мы ответили, который они утверждали, что ингуши крали у бедных чеченов земли, не приведя никакого факта. Как мы и выяснили, половина Чечня принадлежала ингушам, и еще эти типа историки утверждают, что ингуши получали землю благодаря России. Как мы и выяснили, эта Чечня получала больше земли от России, чем ингуши, которые все больше и больше теряли земли при появлении России на Кавказе. И теперь перейдем на четвертый вопрос, который будем показывать древность ингушей, которые соседние типы историки утверждают, что ингуши это молодая нация. Давайте посмотрим, что говорят об этом ДНК-исследователи и антропологи по этому поводу. Еще раз говоря о Кавказе. Кавказе это на самом деле крайне интересный регион. Все регионы интересны. Кавказ в особенности потому, что там очень много разных народов. На Кавказе известны миграции народов, такие капитальные, классические, не считая небольших. Но, скажем, 7 тысяч лет назад на Кавказ пришли урукские миграции из Урук, из Месопотамии. И вот они оставили, до сих пор живет очень много на Кавказе их потомков. И когда смотришь датировки их ДНК, они уходят вглубь на 7 примерно тысяч лет. Что это за народы сейчас? Это народы, они везде. Собственно, ингуши. Это вот то, что называют, если по-английски произносить J2, J2, или и краткое 2 по-русски, наверное, было бы. Их много. То есть Восточный Кавказ в большой степени – это вот те самые J2. А Западный Кавказ в большой степени – R1A и, ну, опять же, по-английски было бы G2, а по-немецки G, наверное, было бы, буква G такая латинская. А дальше будет показан видеоматериал про древность ингушей. Карл Генрих Эмиль Кох в своем труде «Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку» в 1836, 37 и в 38 году пишет: «Лезги и гелы смотрятся как первоначальные народы, и они, без сомнения, были родственны друг с другом». Страбон говорит в своем замечательном географическом труде, что на севере между албанцами, населением современной Кахетии и Ширвана, и амазонками, тюркскими народами, женщины, которые прежде отличались воинственным мужеством и храбростью и сами вели в сражения воинов. В горах жили гелы и леги. Гелы сохранились до сегодняшнего дня, как Галгай или Халха, а на легов отчетливо показывают лезги. Эти два народа еще до сегодняшнего образуют два главных племени и населяют гелы западную, лезги напротив, среднюю часть Дагестана. Выше названные грузинские племена Хивсур, Шавов и Тушин изначально проникли часть из южных склонов Кавказского хребта. Обратимся теперь к трем уже названным городам. И начнем с гелов, которые простираются к северу до Малой Кабарды и Терека, к югу почти до самого главного Кавказского хребта, к западу также до Малой Кабарды и Терека, и к востоку до Кумыков и водораздела, слияния рек Аргун и Такара. На юге они многократно смешались с татарами. И в прежние времена существовали, особенно на Сунже, мощные империи с незначительными городами. В Чечне, в большом селении на Аргуне, в прошлом веке объявился предводитель и поработил все племена равнинных областей. По главной местности всех его подданных русские покрыли именем чечен или чеченцы, имя, которое неправомерно принято многими другими народами. Гюльденштедт использует для гелов название кисты, но оно подходит только для одного племени. Народы, живущие вокруг, называют их мисджиги. В верхних долинах Асы живет настоящее племя гелов, которые еще и сегодня называются Галгай. Оно разделяется на три братства – Галгай, Галашка и Дубан.
Западнее Галгай, на западных склонах и долинах водораздела Сунжи и Терека, живут ингуши, которых я отмечал уже при описании Владикавказа. Они занимают преимущественно долину Кумбалея и верхние части Сунжи и состоят из 3 братств. Назрань, Ангушт и Шалха, которые полностью уже подчинились России. Долина Макал принадлежала раньше им, но сейчас частично заселена осами и подчинена тагаурским князьям. Другие кисты живут восточнее Галгай, в верхних долинах Большого и Малого Аргуна и образуют многие братства, среди которых я знаю Атхи, Мести, Миредши, Митхо, Акхо и Шубузы. Что же касается гелов, смешавшихся с татарами, которые зовут себя мычкизами и которых я для краткости хочу назвать чеченными, то они образовали ранее множество братаний, которые сохранились частично и позже. Те, что на Сунжи, полностью покорились и носят имя мирных. Кавказ. Красивый, суровый, загадочный. Названный именем Кавказа, предка ингушей. Одного из 8 сыновей легендарного Таргамаса, праотца всех кавказцев. В незапамятные времена вместе с братом Леком они первые поселятся на пустовавшей до самой Волги земле. Кавказ от реки Терека до пределов Кавказа, а Лек от реки Терек до моря Каспийского. В то время как остальные 6 братьев останутся жить в Закавказье. Следующие отрывки взяты из труды Фома Ивановича Гарипекина. Группа Галга, например, называется, потому что с древнейших времен в числе светил небесных, в особенном почитании была у них одна звезда, называвшаяся священной кобылицей – Гейла. А в Осинском ущелье на горе Гельерды-Корт стоит доселе капище священной кобылицы покровителя народа Гельерды или Гальерды. Это есть одно и то же общераспространенное божество у древнейших народов, известное под именем Ма, как божество зачатия и плодородия на земле. Как весна открывает собою начало жизни в природе после зимы, то и божеству этому, как приличествовало, приносились жертвы главным образом весною на горе Гельерды-Корт, и здесь же располагалось пастбище для лошадей-кобыл, Гейла, под покровительством их священного небожителя. Основываясь на преданиях и историко-топографических названиях местностей, видно, что ингуши раньше населяли район между нынешним селением Казбек, Гергиты, Гвилети, верховье реки Кистинки и тому подобное. В этих местах они издревле слыли под названием Буэни, в грузинских летописях Чартульцы, правильнее Джартульцы, каковое затем перешло в Джарега, Кисты или Кистани, Гелы или Геладха. Поселения эти ныне слились с грузинами, сохранивши названия своих фамилий, Мальсаговы, или же переселены к Назране. Жители этих мест до сих пор носят древнейшие названия Гелтхой, а местность Геладха. Коренные жители ингуши остались на старом месте лишь в поселке Гвилети, на военно-грузинской дороге в количестве до 40 душ, из фамилии Бузуртановых, известных как неустрашимые постоянные проводники на вершину Казбека. Народ говорит одним языком и исповедует ныне религию Магомета. Сами себя ингуши в настоящее время называют одним общим именем – Галга. Название ингуш стало известно русским в конце XVIII века и распространялось тогда лишь на бывшие поселения туземцев в Тарской долине, называвшиеся Ангаште. Арштхой значит жители равнины, в отличие от жителей гор, Лома-Рой. От населения, основанного здесь Арштхо, образовалось особое общество, называвшее себя и доселе Арштхой. Кумыки же назвали его по источникам, у которых оно жило – Карабулах. Современные ингуши и сродные им чеченцы, под различными названиями в отдаленной древности, были известны соседям как воины-наемники или как беспокойные соседи. Эти мелкие племена управлялись в походах предводителями старшими в роде, были хорошие всадники. Они едва прикрывались шкурами животных или кусками грубого самотканного сукна, имели оружие лук, двусторонний бронзовый топор и бронзовую булаву бор-зачон-кыр. В преданиях и в языке народа имеются указания, что среди разного оружия в глубине древности народ имел просто дубину из дерева гринка, боярышника, пращу и особые щиты из обожженной глины, камня и кости со сквозным отверстием для продевания веревки. На случай безопасности народ укрывался в горах, занимая горные ущелья как единственные проходы.
В горах Галгая народ издревле имел укрепленные поселения, распространяясь в нынешнюю Хевсурию и Тушетию. По ущельям же реки Терека и Асы имели стены Галгай-Кошке и сторожевые башни, замыкавшие проходы, остатки каковые видны и доселе. Из преданий историко-топографического характера видно, что среди ингушей имеются роды, генеалогия которых хранится в памяти до 600, 800, 1200, 1500 лет, указывая первыми родоначальниками лиц или народ ассиро-халдейского или туранского происхождения. Гарипекин полагал, что ингуши могут относиться к древним халдеям. Автор отмечал: если только действительность пребывания народов Халдеи на ингушской территории подтвердится наукою, что это прольет глубокий свет на древность существования населения в горах Северного Кавказа, восходящего не менее 7 до 10 тысяч лет тому назад. Еще несколько столетий тому назад грузинский историк Вахушти говорил, что язык предков ингушей, Дзурдзукети и Глигви, считался трудным и малопонятным. Это его свойство осталось и доселе. Без научной разработки ингушского языка, по неимению до сих пор материала, конечно, и нельзя говорить о сходстве с каким-либо соседним или отдаленным и древним языком, равно нельзя говорить и об усвоении понятий из другого языка. Если и найдется в языке ингушей отражение языка какого-либо соседа, то смеем надеяться, не в такой степени, как огульно говорит барон Услар, что язык ингушей образовался под влиянием осетинского языка. Наоборот, многие топографические названия, божества и религиозные верования, имена и многие другие на осетинской территории необъяснимы у осетин или же объясняются с искаженным понятием, но разъясняются ингушским языком. Вопреки стараниям доктора Пфафа, Кадзаева и другие, доказать распространенность осетин чуть ли не по всему материку Старого Света можно дать веские доказательства, что территория осетин была раньше ингушская, и осетины не так древние и не так славно их прошлое, как изображается у этих авторов. Если ингушский язык в некоторых незначительных случаях, собственно в лексическом отношении, исходен с тагаурско-осетинским или володжирским, то можно допустить, потому что некоторая часть ингушей раньше жила совместно, так как и на осетинах есть отражение ингушского языка, потому что осетины заняли бывшую ингушскую территорию. Теперь же сам собою напрашивается вопрос, почему произошла разница ингушского языка от чеченского. Можно лишь сказать, что по собранным преданиям о происхождении чеченско-ингушских родов, большинство из них указывают как древнейшие места обитания горные местности Акко, Галгай, Нашах, откуда и произошли потомки ингушей и чеченцев. Из Нашах в Галгай и Акко по преданиям переселенцев не указывается, а из Галгая и Нашха в территорию Чечни есть указания почти в каждом предании. Таким образом, Галгай следует признать древнейшим этапным пунктом, с которого произошло расселение по нынешней Чечне. В Галгае более прочно содержалась древняя религия и предания. Почти все герои и родоначальники выросли на ингушской территории. В религиозном отношении главные святые Галгая имели родство в районе Чечни, причем галгайские святые считались как старшие. Местность Галгая почти всегда была замкнута со стороны реки Терека и с северной лесистой части недружелюбными соседями, почему не имела постоянных свободных мест для переселения из гор на равнину, вследствие чего народ, будучи замкнут в горных ущельях, сохранил доселе в чистоте свой язык и память о своей старине. На этом основании надо признать, что ингуши не есть отдельная ветвь чеченцев, а чеченцы есть разросшаяся ветвь ингушского корня, и потому чеченцев следует называть не чеченцами, а тоже ингушами, так как название чеченцев заимствовано от другого народа. В то время как на ингушской почве все пока свежо и ясно, то чеченцы заполнили свою территорию народом пришлым со всех сторон. Чеченцы, получив свое родоначалие из Галгая и Нашха, имели слишком большой простор для образования своих поселений. Район их заполнялся различным элементом, как, например, беглыми из Грузии, арабскими переселенцами, беглыми русскими солдатами и тому подобное. Вполне допустимо, что из числа многих проходивших кочевых орд тоже оставалась часть, как в виде пленников, так и вольных поселенцев. Таким образом, усваивая разнообразный пришлый элемент, имея разбросанные на большой площади обособленные свои поселения, навсегда разойдясь с родоначальниками-ингушами, чеченцы с течением времени изменили в своем языке лексическую сторону и звуковой состав, и некоторые случаи грамматических правил. В древнее время по преданиям ингушский народ назывался Аннах.
или в отдельности человек, ансак, по местообитанию же, как горцы, лоомрой. Теперь же ингушский народ называют свою занятую территорию Галга или Гелга, то есть место гелов, а сам народ, следовательно, называется Гелгай, как занимающий эту местность. Как мы и увидели на данном видеоматериале, и как отмечали данные исследователи, ингуши появились на Северном Кавказе раньше, чем чеченцы и осетины. Первый, кто поселился на Северном Кавказе, был Кавказ. Это можно понять по таблицу Леонтий, Мравеле. И когда мы ответили все вопросы чеченских, перейдем к чеченским и осетинским комментариям. И первый комментарий мы прочитаем осетинов, которые утверждают, что на месте Владикавказа было осетинское село Капкай, и еще утверждают, что на место Владикавказа никогда не существовал Заур-Юрт. Давайте посмотрим по документам, что там было до Владикавказа. Если мы перейдем по этому документу, под названием «Прошлое Владикавказа», которое написано, в некоторых печатных источниках говорится, что Владикавказская крепость была построена на месте осетинского селения Капкой. Это не так. Правый берег Терека принадлежал, как это мы видели, ингушам и кистам. Не могли осетины на чужой земле враждебных им племенем иметь свой аул. Наконец, своим наименованием Владикавказа Дзуджикау. Осетины подтверждают это мнение, так как Дзао есть имя собственное Заура, а Кау значит селение, иначе селение Заура. С какого времени Владикавказ стал именоваться у туземцев тюркским именем Капкай или Капакей, переделанное русскими в Капкай, установить нам, к сожалению, не удалось. Одно можно сказать, что Капы значит ворота, проход Кой или Кей селение название, указывающее на то, что Владикавказ расположен при выходе дороги из ущелья на плоскость. То есть там говорится, что Капкай это ошибочное название, что там была раньше Заур. А теперь посмотрим, как осетины поселились во Владикавказе. Перейдем по документу под названием «Григорий Москвич. Иллюстрированный практический путеводитель по военно-грузинской дороге». Там написано: в 1784 году для охраны военно-грузинской территории построена была небольшая крепость у реки, при входе в ущелье Кавказских гор, а ингушского урочища Заур, и названа Владикавказом, а в следующем 1785 год. По именному указу Екатерины II, в крепости выстроена была православная церковь. Скоро в окрестностях Владикавказа поселились спустившиеся с гор осетины. В исходе 1788 год, Владикавказ, вследствие ожесточенного напора горцев, был оставлен, и поселившиеся при крепости осетины, теснимые кабардинцами, снова ушли в горы. Около 1795 года Владикавказ был восстановлен. В 1805 году возле крепости вторично поселены осетины в особом ауле, составляющем ныне часть города, а в 20-х годах образовалась слободка из семейств отставных солдат и разных переселенцев из России. Перейдем к третьему документу, под названием «Сборник сведения о кавказских горцах», выпуск 9, Тифлис, 1876 год, там написано, что когда именно началось переселение ингуш из гор на плоскость, определить достоверно невозможно, но, судя по тому, что ингуши под этим именем уже были известны русским в первой половине прошлого столетия, нужно предположить, что переселение это совершилось еще задолго до нашего знакомства с ними. Во второй половине того же столетия ингуши уже несомненно обитали на плоскости, так как в 1784 году при ингушской деревне Заур была основана крепость Владикавказ. Данная карта, 1783 год, издана за год до основания крепости Владикавказ на ингушской земле, вблизи аула Заур, Заурков. Как и известно, осетины, пользуясь защитой крепости, стали спускаться с гор и селиться в окрестностях Владикавказа уже после ее основания. Так что этот комментатор написал настоящий фейковый комментарий, которому утверждал, что там был Капкай. Как выяснилось, не было никакого Капкая на месте Владикавказа, а был Заур, который находился на ингушской земле, который все. Путешественники утверждают, что Владикавказ основан на ингушской земле. Перейдем к следующим комментаторам, которые утверждают, что якобы Дудаев подарил ингушам Сунжинский район, не приведя никакого факта. Вот что я скажу этим сказочникам: это является ложью, которые сами чеченцы и придумали, которые даже не
Доказано, что Дудаев подарил ингушам Сунжинский и Молгобекский район. И еще я покажу вам факты, что Сунжинский и Молгобекский район никогда не входил в состав Чечни. Давайте посмотрим, что говорил Тимур Музаов про Сунжинский район, который он писал. В 1817 году в связи с созданием российской Сунжинской линии военных укреплений основанием казачьих станиц значительная часть ингушей была переселена с сунжинских земель в район Назрани. То есть он говорит, что Сунжинский район изначально принадлежал ингушам, и чеченцы к этому району не имеют никакой отношения, и еще он говорит, что ингуши были переселены с сунжинских земель в район Назрань. То есть это значит, что изначально там переживали только ингуши. Это можно понять по всеобщее население Сунжинского района 1897 год. Мы видим, что ингуши там проживали выше 45 тысяч, а чеченцы даже не достигало 3000. Даже на карте Терской области 1892 год. Мы видим, что Сунжинский и Молгобекский район не входили в состав Чечни. Даже такие селения, как Асинское, Мериджи и Хай, входили в состав Ингушетии, которые сегодня ошибочно называют чеченскими. И еще на следующем документе под названием «Документы по истории гражданской войны в СССР», том 1, на странице 407 написано, что Сунжинская линия, так назывался большой земельный клин, разрезавший Ингушетию на две части. На этой территории царским правительством во время Кавказских войн с целью ослабления Ингушетии был создан ряд казачьих станиц, Тарская, Фельдмаршальская и другие. Ингуши все время боролись за ликвидацию этого казачьего клина, разрезавшего их страну пополам, и требовали возвращения своих земель, что было возможно только при переселении казаков на другие земли. Это требование ингушей было осуществлено советской властью в результате победы пролетарской революции на Тереке. И перейдем к чеченскому историку, под названием Сулейманов «Топонимия Чечено-Ингушетии», который написал: еще задолго до основания здесь города место это было хорошо знакомо ингушам под названием Магал-бек, что по-русски означает верховный, верховодящий. Магал исконно ингушское, бек тюркоязычное начальник войск. Название в ингушском языке устойчиво сохраняется и в наши дни. Молгобек делится на две части: Новый Молгобек и Старый Молгобек. В Новом Молгобеке сосредоточены все общественные, городские, районные, организации, учреждения культуры и быта. Молгобек расположен на живописных холмах Терского хребта. На северо-востоке от города простирается Алхан-Чурская долина, на юго-востоке Ингушская равнина, Галгай-Аря. Так что мы выяснили про Сунжинский и Молгобекский районы. Выяснили, что Сунжинский и Молгобекский районы никогда не принадлежали чеченцам, а принадлежал ингушам. Даже Сунжинского района больше переживали ингуши, чем чеченцы по даже на карте Терской области отмечено, что Сунжинский и Молгобекский район входили в состав Ингушетии, а не Чечни. Так что комментаторы и блогеры, и ингушефобы, ваша ложь, как всегда, обречена на погибель. И на все вопросы чеченских мы ответили, и комментаторов мы разоблачили, показали, где ингуши воевали, сколько земель были у ингушей, доказали, что ингуши древнее, чем чеченцев или осетинов, доказали, что ингуши это отдельная нация, так что чеченцы, ваша ложь, как говорится, обречена на погибель. قدر خطة داس واحد القدير